Сослан Агузаров. Музыкант, который дает вторую жизнь стихам осетинских поэтов, исполняя их в современной обработке. Может подобрать рифму к любому слову на дегорском. Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете? Я никогда не буду трогать пауков. Они страшные. Как вы выбрали свою профессию? Случайно. Я просто шел с мамой мимо музыкалки и сказал «хочу». Если бы вы могли приобрести способность супергероя, что бы вы выбрали и как использовали бы? Я бы был флешем, и я бы облетел все, везде, оббежал бы. Оказавшись перед Богом, что сказали бы ему? Я бы ему сказал: «Боже, ты есть!» Какие 3 вещи вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Я бы взял музыкальный инструмент, конечно. Взял бы человека, чтобы мне было не скучно. И что-нибудь, нож. Самый оригинальный подарок, который вы когда-либо получали? Мне буквально этим летом 2 девочки сделали на день рождения очень простые подарки. Одна сделала такую тетрадь, на которой написала «Аллилуйя», и как-то это все красиво сделала, и мне было очень приятно. А другая девочка сделала фотоальбом и написала, вклеивала фотографии и всякие записки прикольные. Мне было приятно. Что помогает вам принять правильное решение в трудных ситуациях? Ничего, я не умею принимать правильные решения в трудных ситуациях. Сбылось ли хоть одно новогоднее желание? Я проспал Новый год. Поэтому, я думаю, в этом году я высплюсь. Это было мое большое желание, наверное. Стали бы вы дружить со своим двойником? Конечно. Сначала, а потом бы он меня, наверное, начал раздражать. Потому что он же я, и слишком он бы меня чересчур зеркалил, меня бы это бесило. Если бы у вас был $1 000 000, на что бы вы потратили? Много чего. Я занялся развитием музыки, занялся бы развитием творчества. Вообще, я бы даже постарался сделать так, чтобы творческие люди, которым уделяют не так много внимания, дети, имею в виду, подростки, чтобы и поддерживали, чтобы музыканты, художники, неважно, чтобы у них была какая-то поддержка. Кто-то за ними занялся, взялся, что-то бы сделал, не знаю, инструментами бы обеспечил хотя бы. И что-нибудь такое бы я сделал. Что не так с осетинской эстрадой? Очень хочется совершенствовать. 3 минуса современной осетинской эстрады. Очень хочется совершенствовать. Самая необычная реакция на ваше творчество. Была одна девочка, которая подошла ко мне после моего выступления и сказала: посредственно. Самый безумный розыгрыш, в котором вы участвовали? Однажды мои друзья, это было в Москве, мы были студентами, снимали большую квартиру, все огромную, у нас было много студентов. И у нас был гость, которого мы не могли спровадить. И он уснул, и мы облачились в черные рясы, и у нас были музыканты, много звука дома, включили похоронный марш со свечками и проводили его в последний путь. После чего он проснулся, обиделся и ушел. Выступать на Новый год или отмечать дома? Вообще хочется быть дома. Просто дом далеко от места, где веселье. Поэтому всегда приходится очень сложный выбор бывает. Но чаще всего бывает так, что я дома могу встретить и потом уже ехать. С кем хотели бы спеть дуэтом? Их очень много. Очень много. И все они не из России. Это всякие те же самые Arctic Monkeys, есть Tame Impala группа. А из русскоязычных артистов 2, которых я могу выделить прям, это Иван Дорн и Монатик. Потому что они поднимают уровень, они задают новый звук, они задают тенденции, это круто.